В эфире программа «Пациент». Здравствуйте. Представим такую ситуацию. В выходные или в длинные праздничные дни у вас возникла резкая боль или недомогание. Одним словом, проблемы со здоровьем. Какую помощь звать в таких ситуациях? В какие лечебные учреждения обращаться? В каком режиме работают медучреждения нашей столицы? И какие условия созданы для пациентов в выходные и праздничные дни? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Мы так и назвали сегодняшний выпуск «Пациент выходного дня». Система здравоохранения Абхазии функционирует по схеме, которая работала еще при Советском Союзе. Существуют стационарные больницы и амбулаторная помощь в виде поликлиник. Эти учреждения несут дежурство в выходные или праздничные дни в соответствии с графиком, установленным компетентными службами. В подчинении Сухумского муниципального управления здравоохранения находятся 4 поликлиники и 3 больницы – инфекционная, городская клиническая и офтальмологическая, а также станция скорой помощи. Что касается амбулаторная часть у нас работает тоже в обычном режиме. Она работает у нас с 9 часов утра до 6 часов вечера. В праздничные дни у нас составляется график дежурств. И дежурят у нас в основном терапевты со своими медсестрами. Другие специалисты, узкие специалисты, там есть хирурги, там эндокринологи, есть кардиологи, они не дежурят. Дежурят в основном терапевты. Но если пациенту это нужно, именно нужен кардиолог, нужен невролог, они вызывают скорую помощь. Скорая помощь их доставляет в стационар. В стационар всегда окажет и первую помощь, и осмотрит, если нужно будет уложить пациента, то они госпитализируют. Что касается выходных дней, тоже у нас поликлиники работают с 9 часов в субботу, с 9 часов до 3 часов дня. Все? Все поликлиники у нас работают с 9 часов. И детская поликлиника, и первая поликлиника, и вторая поликлиника. На сегодняшний день она сегодня самостоятельная поликлиника находится на территории женской консультации, то есть здание совмещается, одно здание. Там половина идет женская консультация, половина идет у нас вторая городская поликлиника. И система работы по улице Эшба. Да. И система работы у них в обычном режиме. То есть точно так же, как и другие поликлиники. Вот. Также я хочу сказать, что в воскресенье у них есть график дежурств с 9 часов до 12 дня. Что касается стационаров, то они принимают всех, кто обращается к ним за помощью. Если нужно экстренно сделать диагностику, УЗИ, рентген, то вызывают врача и проводится необходимое обследование. Кроме того, при городской больнице круглосуточно работает лаборатория. В инфекционной больнице у нас поставлена работа совсем по-другому, то есть после ковидных дел мы оставили систему госпитализации, тестирования, всю эту систему мы как было, так и оставили. Точно так же оставили и питание. В общем, все, что необходимо сегодня в полноценном стационаре, у нас это все организовано в инфекционной больнице. Туда поступает пациент полностью обеспечивается у нас медикаментами, то есть если он лежит 10 дней он обеспечен медикаментами. Он обеспечивается питанием и, само собой, уже осмотр врача и лечение. А как пациент должен узнать, кто сегодня дежурит, где он эту информацию может получить? Он звонит в поликлинику и узнает, кто дежурит на сегодняшний день, какой врач дежурит, если это поликлиника. А если это стационар, то только по приезду туда. Везде, во всех соцсетях есть номера телефонов наших подведомственных организаций. Это и поликлиники, и больницы. Если хотят что-то узнать, тот, который вообще владеет соцсетями, я думаю, он может спокойно позвонить и узнать, какой врач и где, в какое время работает.
Если говорить в общем о медицинской помощи, то она делится на экстренную и плановую. Экстренная помощь оказывается при внезапных острых болях, при обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. Плановая же медицинская помощь оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочкой оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. Сухумская городская клиническая больница оказывает как экстренную, так и плановую помощь. Какие-то службы дежурят ежедневно, то есть круглосуточно, 24/7, как сейчас принято говорить. Например, это наше отделение кардиологии, неврологии, лаборатория, кстати. Какие-то службы, терапия еще, извините, какие-то службы, в нашем случае хирургическая, вот у нас дежурит через сутки. Сейчас не секрет, конечно, материально-техническое состояние не самое лучшее, так скажем, не обеспечены некоторыми вещами. И самое главное, здание, конечно, находится в плачевном состоянии. Если человек нуждается в помощи, естественно, он не останется без этой помощи, с острыми болями, приступами и так далее. То есть выбор всегда есть. В какой-то степени эти системы подстраховывают друг друга. Мы, если не дежурный день по хирургии, вдруг человек обратился и так далее, его с приемного отделения направят в ту же республиканскую больницу, допустим, либо он может обратиться в поликлинику. Вот. Лаборатория работает, кстати, забыл добавить. То есть анализы можно в выходные дни, да? Конечно, я же говорю, у нас постоянного дежурства 3 отделения: неврология, кардиология, терапия. То есть их хотя бы для обслуживания их, естественно, эта лаборатория работает. Плюс, если человек обратился в приемную, если есть необходимость, то он может сдать анализы, получить ответ в дежурной лаборатории. Совсем, если ЧП какой-то вызывает узиста с дома, конечно, давно служба УЗИ должна стать круглосуточной в экстренных больницах. Но это опять-таки вопрос организации здравоохранения. Это те нормативные пробелы, когда чрезмерная коммерциализованность мешает той советской обязательности, что ли, давайте так скажем. Тот минимум услуг или помощи, вернее сказать, он, конечно, оказывается. В приемном покое клинической больницы в будние дни многолюдно. В субботу и воскресенье тоже много пациентов. Среди них есть те, кто заходит померить давление, поставить капельницы. Мы не должны этим заниматься, для этого есть поликлиники. Но когда больные приходят, мы не можем им отказать, говорят врачи. Нет таких сил, людских ресурсов, таких нет, может дежурить ежедневно и так далее. Но учитывая масштабы нашего города и сотовая связь, плюсы все-таки есть, это моментально может собраться необходимая помощь. Вот здесь в приемном я сам лично, к сожалению, попадал в эти истории с трагедиями, огнестрельными ранениями и так далее. Население тоже, честно говоря, уже привыкло, что все аварийные такие экстренные случаи, травматические, катастрофические, они концентрируются все-таки в республиканскую больницу. Такое какое-то негласное разделение труда, что ли, так скажем. Еще лет 7 назад существовало поочередное дежурство горбольницы и республиканской. Если, к примеру, в субботу дежурили врачи клинической больницы, то в воскресенье наступала очередь республиканской. Но эта схема осталась в прошлом, как только ЦРБ перешла на постоянный режим работы. Пациентов мы на самом деле принимаем всех, в основном экстренных пациентов, естественно. Плановые в эти дни, как правило, не обращаются в праздничные дни. Больница работает, как обычно, в выходные дни, также и в длинные выходные, это практически одно и то же. Присутствует дежурная бригада. Дежурная бригада на сегодняшний день у нас состоит примерно из 10 человек. То есть это доктора, которые по всем отделениям распределены. В каждом отделении свой дежурный доктор. И, собственно говоря, они занимаются приемом больных. Кроме того, когда у нас присутствуют в отделениях тяжелые больные, естественно, когда длинные выходные, то лечащие доктора, несмотря на то, что они
у них выходной официально, они приходят, смотрят за своими больными, проводят определенные процедуры в том, в чем они нуждаются. Ну, собственно говоря, так все и проходит. Естественно, и лаборатория работает, и рентген работает, и УЗИ работает, и компьютерный томограф. Все это имеет место быть. Единственное, что некоторые специалисты у нас в единичном числе, и потому мы их не можем круглосуточно здесь держать, но по звонку, по тому, как они понадобятся, они приходят и делают свою работу. Например? Например, компьютерная томография. То есть доктор не может все время здесь находиться, но когда он нужен, он всегда здесь. И, конечно же, в любое время суток, в праздники и выходные дни человек может позвонить в службу скорой помощи. Если нужна квалифицированная помощь или просто информация, пациенту здесь всегда помогут. Нужно только набрать со стационарного телефона 03, а с мобильного 003 и вызвать к себе врачей. Экстренная служба, как скорая помощь, прибыв на место, оказав необходимую помощь, дальше тоже решает этот вопрос. Каким образом? Если купировался приступ, помогли, нет необходимости дальше госпитализировать, после какого-то там наблюдения пациента оставят дома. Но если есть показания и необходимость его госпитализировать, то опять-таки говорю, не имеет значения, выходной этот день или праздничный день, да, бригада скорой помощи доставит пациента в профильное лечучреждение. Значит, в приемный покой дежурной больницы. Так как у нас республиканская больница и городская вот на территории города Сухум, и они в своем роде так вот подразделяются, что кардиология, неврология находятся в городской больнице, а вся хирургическая помощь в большей степени находится в республиканской больнице. И об этом мы давно оповещены, и наши бригады в зависимости от диагноза, от того, с чем столкнулся этот человек, какая угроза его жизни, они его перевозят в специализированное лечучреждение. То есть хочу подчеркнуть, что нету разницы. То ли это обычный день, понедельник, то ли это воскресенье, то ли это суббота, и это утро или это ночь. Нету никакой разницы. В любое время суток можно вызвать бригаду скорой помощи. Эта станция скорой помощи обслуживает город Сухум и Сухумский район. Здесь стабильно работают 3 бригады врачей. 4-ю подключают в праздничные дни, когда проходят массовые мероприятия. При этом главврач с сожалением отмечает дефицит кадров. Работа нелегкая, и специалисты, которые окончили медицинские вузы, неохотно сюда устраиваются. И этот вопрос надо решать на уровне Министерства здравоохранения, говорит Аслан Джопуа. По его словам, готовить специалистов для станции скорой помощи необходимо по целевым лимитам. Ведь работы много в зимний период от 40 до 55 вызовов в сутки, а в летний период до 70. Чуть сложности, конечно, бывают в летний период, когда у нас население увеличивается за счет гостей, отдыхающих. Да, вот, тогда, конечно, бывают сложности, но все равно справляемся. Значит, для вас показатели какие? Это значит, от населения вы будете слышать, если мы будем опаздывать, если мы вовремя не приезжаем, если там какие-то катастрофы случаются, а мы не были или мы не успели, тогда вы от населения прежде всего услышите это все. Ну, бывают жалобы, конечно, я вот за столько лет работы моей здесь, были жалобы, но я бы сказал, что существенно их мало, и не знаю, у нас город маленький. Честно могу вот заметить, что мы чуть-чуть, значит, позже начали приезжать последние годы. У нас же, мы же как, отмечаем время вызова, возвращение бригады на базу. Все это мы, значит, анализируем, смотрим, значит, карты вызовов, все анализируем и выводы свои делаем. Значит, я могу сказать, что последние годы почему мы начали опаздывать? Потому что много машин в городе стало, лежачих полицейских, да и светофоров. Ну и плюс четвертое такое-то, наверное, это не только у нас, но во всем мире есть люди невежи, которые вообще никакие сигналы не слышат, не видят и могут не пропустить. Вот такие моменты, конечно, нас задерживают, но это, как сказать, это общая наша беда, общая наша
отношение ко всему. То есть и культура общая, да, и вот именно вот из-за такой ситуации там ругаться, там говорить, что вот виновата бригада скорой помощи, конечно, это было бы неправильно. Но мы вот эти все моменты, значит, смотрим, видим, какие-то выводы себе делаем, стараемся как бы улучшить это все. Мы провели мини-опрос на улицах Сухума, чтобы узнать у людей, довольны ли они медицинским обслуживанием в лечебных учреждениях в выходные дни. И вот что нам удалось выяснить. Не было такого, честно говоря, чтобы я в выходные дни обращался к кому-то. Ну, скорая помощь, когда вот недавно позвонили, сразу приехала. Я сам в Агудзера, в Брандах живу, так что экстренно приехали ребята и медперсонал, было все нормально. Слава богу, не доводилось, но я просто знаю, что наш соотечественник здесь оперирует, Малиголовка Юрий Архипович. Он наш хирург российский, он живет в Новофоне, а оперирует в Республиканской. Вот отзывы, русский доктор, его так и зовут. У меня аллергия бывает, наступает, когда хорошие дни, солнечная погода, у меня аллергия бывает. Вот. Но я не обращаюсь в больницу. А как вы сами Ну, лечите есть, или да, у вас лекарств- лечащий врач? Лекарства есть специальные от аллергии, я принимаю их, и более-менее лучше становится. А к врачам почему не обращаются? Ну, не знаю, как-то не привык к врачам ходить. 2 зуба вырвало, пришлось операцию в этом году сделать, 2 корня там оставили. Плохо, конечно, и что все бесплатно говорят, а весь кабинет везде все платить надо. Там везде в 2 раза надо анализы сдавать. Лет 12 уже сахарный диабет имею. Слепой, сатамыз. И подойдешь, ничего хорошего нету там. Паром все. Пойми, мне перегруппа инвалид слепой. Подойду, ответ нету ничего. Для сахара подойду. На учете стою. 3 час создам, среди сапалы асху. Насус фёк-фёк-фёк. حكف خدايب جبري عام تاي نعز هنانا خنا خوشكو جناح خن хад говорит, инфекционные очень довольны, инфекционная больница, хад говорит, парада загирала, манчала, на бас яхазнук. В больнице я не обращалась, но когда плохо было, вскоре обращались. И очень хорошо нам принимали, первую помощь оказывали. То есть вы довольны? Мы нашей медициной очень довольны, по-честному, если сказать. Я всегда хвалила и буду хвалить. Но если мы, иногда бывает же, если сами не идем к врачам, что получается? Получается, что мы виноваты, что же, правда же? У нас очень хорошая медицина, насколько я и кого знаю, и вообще. Очень, многое там чего не хватает оборудования, это все знают, и вы знаете, и все знают, правда же? حاكم تخان جيوب استيانا نشوكز بي منو يعزم روح ساب شجوب ام شو شجوب ورت سمعنا الريتشارد постоянно 24 часа ويزان كوزم تسو врач خي سمعني شو جسمه تشخ سجيك شكيب كلوت وما خازم Şaşırdı galakım. شو فردم غلط Это хызык. زيجين درجة يا أختي زيك زارتخ شو كبوس يوب ونلا сразу أخش ناود قلوم شو من دارجات حويد وزقلوم شو من دنارجة نفس كيل باوت يايود я рушу заказал. Редко хожу. Как вот вам делают все, что нужно? Вы довольны медицинским обслуживанием? Вообще довольна, правда, своим врачам. Вот особенно я хожу к нервопатологу, умница. Все устраивает. Бывало и по ночам, бывало и в выходной день, бывало, обращались. Приемное отделение, приходим. Дальше вызывается дежурный врач и решается вопрос. Но вы довольны то, как вас приняли, обслужили? Да, однозначно. Мне приходилось ночью с дочкой попадать в больницу, уже около часа ночи. Все было так, как положено. Конечно, мнения разные, и это вполне понятно. Никто не говорит, что в нашей системе здравоохранения все идеально. Чтобы улучшить нынешнюю ситуацию, необходима совместная работа населения и врачей. Нужно постоянно работать с людьми и информировать их. Ты им сколько ни говори, они знать не будут все население, о всех тонкостях. То есть этот процесс должен быть, я считаю, непрерывным. То есть постоянно надо объяснять
скорая туда, телефон такой-то, больница сюда, телефон там. Это надо, не знаю, на уровне уже подсознательной рекламы какой-то постоянно это объяснять людям. Потому что, извините, кто-то умирает, кто-то рождается, этот процесс постоянно надо обновлять. Очень часто бывает, к сожалению, что человек всю неделю болеет, а потом почему-то понимает, что ему надо в субботу обратиться или в воскресенье. Ну, так тоже, к сожалению, бывает часто. Ну, как бы ни было, мы их всех принимаем. Кто бы ни обратился и по каким бы причинам это не произошло, мы всех принимаем. Если касаемо обращения в больницу, пусть лучше их, конечно, никогда не будет, пусть все будут здоровые и счастливые, но коль уж вы заболели, старайтесь обращаться вовремя. Не надо тянуть, не надо думать о том, что вот сейчас пронесет, а потом уже как-нибудь посмотрим. Зачастую, кого-то может и проносит, но зачастую в большем количестве случаев не проносит. И все равно придется обратиться, но уже с гораздо худшими данными. И потому лучше обращайтесь вовремя. У нас будет больше шансов на маневр, чтобы мы хоть что-то могли сделать. Есть у городского здравоохранения, вот так, чтобы узнать мнение пациентов, мнение населения, что улучшить, книга жалоб и предложений, вот, куда они могли бы вот свои пожелания хотя бы записывать или отправлять? В каждом медучреждении у нас есть книга жалоб и книга благодарности, так что в любое время они могут сделать свою запись в любом виде. Повышение медицинской грамотности населения – это основа для сохранения здоровья и в целом увеличения продолжительности жизни. Ведь каждый гражданин должен обладать навыками оказания первой доврачебной помощи. Это элементарные меры, необходимые для спасения жизни и здоровья пострадавших при повреждениях, несчастных случаях и внезапных заболеваниях. Срочная помощь оказывается на месте до прибытия врача или доставки пострадавшего в больницу. Как спасти утопленника, как оказать помощь тому, кто электричеством поразило, да? Как оказать помощь тому человеку, который там с высоты упал, ногу подвернул, какую шину, как наложить, как вытянуть, как вот такие элементарные, там 10 позиций, да, вот, которые должен школьник знать. Люди должны уметь оказывать первую медицину, доврачебное. Вот именно в интернете, если набрать, доврачебное оказание медицинской помощи. Там подробно все четко описано. И вот это люди, когда будут знать, более грамотное население, и у нас более спокойно и более качественно пойдет оказание скорой помощи по медицине. Как оказана первая медицинская помощь, от этого зависит многое. То есть доставлен пациент после оказания первой медицинской помощи в больницу, значит, от того, как оказали, вот так же лечение его пойдет. Если неправильно оказали, неправильно все сделали, то может дальнейшее лечение вообще не в пользу даже пойти. Такое тоже бывает. Вот за это вот хотелось бы, чтобы наше население, конечно, было грамотным, вот, знали элементарные вещи, скажем так. Не навредят ли они пациенту? А я же сказал, значит, чтобы знали. А если не знают, конечно, нельзя трогать. Тогда нельзя, значит, упавшего человека с высоты в ДТП навредить можно. Но еще раз говорю, если человек знает, он смело делает то, что должен сделать. То есть спасать. А если не знает, конечно, он тогда ничего не сможет сделать. Он просто будет ждать. И сам не захочет рисковать, там, трогать, навредить человеку даже. То есть это нормально. Вот что бы я хотел бы пожелать. Крепкого здоровья нашему населению, от души желаю, чтобы все были здоровы от маленьких до самых старших. И чтобы не нуждались в скорой и экстренной помощи. А совсем без медицины тоже не бывает. Но пускай это будет минимум и планово. Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Не забывайте, здоровье – это бесценный дар. Берегите себя и своих близких. А я прощаюсь с вами. До новых встреч.